Газовые плиты, установленные с нарушениями, неправильное, незаконное и самовольное подключение к газу. Внеплановые проверки начались в Плееве ранним утром. Первый же адрес и сразу же нарушения. Проверяющие объясняют хозяину дома, что дымоход должен быть установлен непременно вертикально. Иные варианты просто опасны. Да, за крышу ее вытянуть. Они там ветер задувают туда-обратно, и угарный газ вытянут. Самое мелкое это дело. Несчастные случаи из-за угара. Вот горький итог несоблюдения таких элементарных норм безопасности. Подробно это описано в памятках по пожарной безопасности, которые инспекторы протягивают каждому жителю. Там же предупреждение о незаконности самовольного подключения к газу. Результатом такой самодеятельности являются и эти резиновые шланги, брошенные прямо у порога дома Изязиковых. Впрочем, как выяснили сегодняшние ревизоры, с риском для жизни к домовладению подключено не только голубое топливо. Угарный газ, Газовики уверяют, те, кто подключился незаконно, должны быть отключены от газоснабжения. Ведь газ во многие дома здесь подведен посредством старых резиновых шлангов. Отсюда и частые утечки. Но сегодня инспекторы никого штрафовать не планируют. Ведь мероприятие носит профилактический характер. В первую очередь, провод Как показывает статистика, с наступлением холодов щитовые дома с неисправными печами или самовольно подключенным газом вспыхивают как спички. И за несколько минут можно потерять все, что нажито непосильным трудом, включая крышу над головой. С начала года в регионе произошло уже 6 таких происшествий. Обошлось на этот раз без жертв. Вот поэтому проводим профилактические рейды. В прошлом году у нас по республике было более 10 отравлений угарным газом. Все они происходили в ванных помещениях, большинство. Поэтому хотелось бы довести до жителей, чтобы эксплуатация газовых приборов у них соответствовала нормам и требованиям пожарной безопасности. Новостройки всегда в зоне повышенного риска и особого внимания проверяющих. По ходу рейда нарушения выявлены практически во всех домах, жителям которых даны рекомендации в кратчайшие сроки устранить все неисправности. Но в любом случае в течение отопительного сезона сотрудники МЧС еще не раз заглянут сюда с проверкой. Радат Хулхоева, Магомед Дидигов, Новости 24.